В ходе проведения третьего по счету заседания члены комиссии рассмотрели 5 заявлений от кандидатов в башканы о регистрации инициативных групп. Каждое заявление комиссии рассматривалось отдельно. Какие документы необходимы для регистрации кандидатов в башканы, об этом проинформировал председатель Центральной избирательной комиссии. У нас в соответствии с законом должен быть, допустим, протокол заседания членов инициативной группы, где сказано, что должно быть не менее 25 членов. У нас должен быть избран председательствующий, допустим, данного заседания. И должно быть выдвижение, допустим, независимого кандидата. И плюс к этим документам должно быть заявление в Центральную избирательную комиссию от самого кандидата, которого выдвигает данная инициативная группа. В результате единогласного голосования в настоящее время в ЦИКе зарегистрированы 9 инициативных групп. 4 из них были зарегистрированы чуть ранее. Александр Горизан Олег, Бузаджи Сергей, Кайкы Олег и Добров Леонид. Значит, эти инициативные группы были утверждены. Также был определен порядок приема документов при регистрации кандидатов на должность главы Гагаузии. В нашем законе о выборах главы Гагаузии не оговорен пункт, и поэтому мы принимаем аналогию Молдавского избирательного кодекса в части жеребьевки, для того, чтобы не было, в принципе, проблем. Напомним, что первый тур башканских выборов будет проводиться 22 марта. В этот же день по решению Народного собрания Гагаузии состоятся и частичные выборы в законодательный орган автономии по 2 округам – в Кангазе и Гайдарах. Первый тур выборов башкана и частичные выборы в Народное собрание обойдутся казне Гагаузии в 1 514 000 леев. Эта цифра проекта сметы расходов утверждена на состоявшемся третьем заседании Центральной избирательной комиссии. Подписные листы по сбору подписей в поддержку кандидатов на пост башкана ЦИК начнет выдавать с 23 января.